В последнее время в мире возросла значимость такого явления, как волонтерство. Об этом феномене в Гагаузии стали говорить не так уж давно. В автономии много волонтеров, которые активно принимают участие в мероприятиях, социально значимых проектах и безвозмездно стараются улучшить нашу жизнь. Как им это удается, рассказывают студенты Камрадского педагогического колледжа имени Михаила Чекера. Прошлой весной 2018 года было предложение собрать волонтеров и в лицее имени Гайдаржи организовать день для людей с ограниченными возможностями. И я и еще пару моих друзей откликнулись на это мероприятие. Было очень здорово видеть счастливых детей, их лица. И то, что у нас в Гагаузии и у нас в Камрате проводятся такие мероприятия. Первые мои шаги в этом я начал делать в центре урбан-центре города Камрат. Там уже нас к этому как-то постепенно готовили, нас учили, как правильно взаимодействовать с людьми, как правильно себя вести в обществе. Как отмечают молодые люди, волонтерами становятся не из финансовых побуждений, а ради помощи другим и приобретения бесценного жизненного опыта. Спасибо, мне очень приятно, очень я рада, что они не забыли. Спасибо, дай Бог здоровья вам тоже все. Я живу одна. Насколько активна молодежь у нас в регионе, мы поинтересовались у вице-председателя организации гагаузской молодежи Андрея Щевель. Мы проводим различного рода акции в самых разных направлениях. Это и благотворительные, это и экологические, это и досуговые акции. Мы стараемся научить молодежь, наших членов организации, мы их не называем волонтерами, но в принципе к этому близко, то, что жить надо не только для себя, но и для других, и делать что-то полезное не только для себя, но и для общества, в котором мы живем. Что значит волонтерство? Какие неправительственные организации действуют в регионе? Для чего нужны волонтеры? Об этом преподают ребятам на уроках. В частности, преподаватель Камрадского колледжа имени Чекера поделились с нами темами, которыми они обсуждают со студентами специальности социальный работник. Да, мы сегодня провели урок касаемо волонтерства. Мы говорили про некоммерческие организации общественные. Этот урок предусмотрен куррикулум. Так как Республика Молдова на данный момент имеет такую тенденцию к распространению волонтерства. То есть программы принятые, которые пока еще становятся, но я надеюсь, что через несколько лет они все-таки окрепнут и действительно волонтерство примет уже государственный такой масштаб, характер. Одна из первых организаций, сотрудничающих с волонтерами, была «Мирос Молдова». Руководитель организации Ольга Чиюк рассказала, с чего начиналось волонтерство в автономии. Европейские волонтеры начали приезжать по проектам сюда, в Гагаузию. Они сначала приезжали через Кишинев, и потом этот сектор здесь, в Гагаузии, был абсолютно не развит. И ребята, европейцы, своим примером, своей работы, которые они здесь проводили здесь на месте, они мотивировали местных ребят становиться волонтерами, помогать в реализации их проектов, а потом молодежь нашей Гагаузии настолько заинтересовалась тем, что делают ребята здесь на месте в организации. В Камрате, в Кирсово мы делали проекты, в Чудерлунге мы делали проекты, в Кангазе у нас тоже был проект, что они сами захотели стать волонтерами. На сегодняшний день гагаузская молодежь стала более открыта. Каждый год молодежные волонтерские организации проводят информационные кампании в школах. Во всех цивилизованных странах волонтерскую работу считают неотъемлемой частью жизни любого гражданина. Все больше приобретает популярность безвозмездная помощь, становясь определенной модой для молодого поколения.